Недавно я посмотрел фильм режиссера Сергея Дворцова о горькой, несчастной судьбе кыргызской девушки, который был показан во Франции на Каннском кинофестивале, где весь мир увидел наш национальный позор. В международной политике уважают только сильные государства, где есть самодостаточная экономика, которые смогли обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни. А мы, к большому сожалению, миллионы наших детей отправили унижаться по всему миру в поисках работы. И мы все прекрасно знаем, как многим из них настолько тяжело зарабатывать за границей, чтобы содержать своих близких на родине. Этот негативный процесс позора растет каждым днем. Их внутренние переживания, страдания мне знакомы очень хорошо. В юности и сам это пережил. Только из России в год встречаем более 400 гробов телами наших юношей и девушек. Такой трагедии не было даже во время афганской войны, где я сам участвовал. Пока каждого беда лично не коснется, мы все делаем вид, как будто ничего не происходит. Поэтому обращаюсь к вам, дорогие мои земляки, чтобы мы все задумались над этой проблемой, которая у нас есть в стране. Радость и горе, различные испытания жизни нас, людей, меняет. Мы всегда умело находим способ оправдания своим поступкам и цинично критикуем друг друга. Очень редко признаем правду о себе, от которого все мы страдаем. Есть три основных этапа становления человека. Первый – этап нашего самоуспокоения, когда кроме своих проблем и только родных, ничего нас не беспокоит. Второй этап самолюбия, этап свободы, когда мы почувствовали вкус личной победы, вкус победы успеха в бизнесе, и желаем для себя абсолютной свободы и пытаемся избегать ответственности законы, увлечены только ростом личного материального обогащения. Третий – это самый основной этап нашего переживания, этап нашего духовного развития, которого мы никак не достигнем. Когда человек осознает свою ответственность перед остальными гражданами, что он часть из них и обязан нести определенную ответственность, чтобы они тоже жили в достатке. Ведь они тоже наши братья, сестры, это мы маленькая страна, мы должны заботиться друг о друге. К сожалению, большинство наших граждан застряли на первом этапе жизни и абсолютно не верят в будущее своей страны. Остальные, иногда не себе называют элитой нации, застряли только на втором этапе развития, чтобы доказать себе, что он самый лучший и богатый. Организует пышные национальные тои и скачки, пытаясь доказать свою состоятельность на фоне полной стагнации экономики и всеобщей бедности. Сейчас в Кыргызстане проявление постколониального синдрома, когда хочется нам всему миру доказать, что мы, кыргызы, не хуже их. А хочется спросить, надо ли это? Мы как дети, которых интересует только забава. Довольны только благами природы, которую нам досталось от предков, и безответственно развлекаемся имеющей свободой страны, не думая о будущем. Не признаем ценности науки, не обращаем должного внимания на качество образования нации, современной медицины и на безопасность своей страны. Мы как будто стали людьми в клетке без идеи и души. Дальнейшее продолжение безответственности каждого из нас приведет к большему оттоку грамотных людей и молодежи из нашей страны. А без качества человеческого ресурса мы обречены дальнейшим страданиям. Только мы сами, кыргызы, в ответе за все, что происходит у нас. И только мы сами сможем себе помочь. Сама по себе проблема не исчезнет, если мы будем просто наблюдать со стороны и критиковать друг друга через интернет. А надо всем нам активно, сплоченно участвовать в политической жизни государства и нам самим способствовать установлению дееспособной, грамотной, ответственной власти. Задавая себе вопрос, если не мы сами, то кто? Кыргызстан, дорогие мои, нужен только нам самим, кыргызстанцам. Спасибо огромное.